Въезд свыше 30 тонн запрещен. Снижена грузоподъемность на ледовых переправах через Лену. Конкурс будущих фельдшеров. Как проявили себя студенты Ниренгринского колледжа. Назад в будущее. В Мирном открылась выставка мастериц студии «Уран». В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Снижена грузоподъемность на ледовых переправах Якутск, Дыркалах, Нижнебестях, Хатасы, Павловск, Кангаласы, Сотинцы до 30 тонн. С установлением плюсовых температур будет постепенное снижение грузоподъемности до 20 и 10 тонн. По республике действует 51 переправа федерального, республиканского и муниципального значения. Закрытие зимников ожидается 16 апреля. Сотрудники ГИМС рекомендуют водителям большегрузных автомобилей соблюдать весовой режим и не рисковать жизнями. Кроме того, за нарушение предполагается административный штраф. Для юридических лиц сумма может достигать до 1 миллиона рублей, на должностных до 50 тысяч и на физических лиц до 5 тысяч рублей. По итогам комиссии грузоподъемность снизили от 40 до 30. Ориентировочное закрытие ледовой переправы 16 апреля. До этого будет снижаться до 20, до 10. Около 5 миллиардов рублей направят на расселение из ветхого жилья в Якутии в этом году. На эти средства власти планируют расселить более 85 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Об этом сообщил министр архитектуры и строительного комплекса республики Павел Аргунов. Ранее сообщалось, что на переселение граждан из аварийного жилого фонда Якутия получит свыше 61 миллиарда рублей. Региону предстоит расселить около 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Экономическая нецелесообразность и невозможность ремонта здания. По этим причинам в селе Якакут Алданского района закрыли клуб и библиотеку. Как отмечают жители, в селе стало негде провести досуг. Продолжит Татьяна Вахнина. Супруги Корякины – старожилы Якакута. Здесь повзрослели их сын и дочь. Теперь подрастает внук. Артемке Наталья посвящает все свободное время. Пару лет назад она вышла на пенсию. Ушла не по собственному желанию, а в связи с закрытием клуба, в котором она занимала единственную должность – директора. С ноября месяца работала в тубольнице кладовщиком. Ввиду того, что дочь студентка 3-го курса медучилища, внуку 3,5, в поселке нет садика. Она ездит каждое утро, вот сижу с внуком. Дискотеки, сельские сходы и собрания – все важные мероприятия проходили в бывшем Процнабе, где последние 15 лет располагался клуб. Уют в залах Наталья Геннадьевна создавала своими руками. Украсить большой зал помогала дочь. В 2017-м клуб был закрыт. Ремонтировать аварийное здание, балансовая принадлежность которого к тому же не определена, смысла не было. Ну, конечно, и клуб-библиотека, нас пусть мало здесь, очень мало народу, но 5-6 человек всегда собирались. А люди без праздников остались совсем. Жизнь замерла в поселке. Вместе с клубом была ликвидирована и библиотека Якакута. Людмила Кузнецова много лет заведовала сельской читальней. Литература и периодика пользовались у якакутцев востребованностью и интересом. Фонд библиотеки был богатым. Ну, был нормальный фонд. Хватало, на нас хватало. Книжки новые поступали постоянно. Книжный фонд Якакута был передан в библиотеку соседнего поселка. Ветхие, списанные книги разобрали жители. С ликвидацией клуба и читальни бытие каждого человека оказалось ограничено стенами дома. Людмила Ивановна скоро уедет из села. На выделенные из местного бюджета деньги она купила квартиру в Нижнем Куранахе. Житейские перемены особой радости не вызывают. Как-то неправильно получилось, что кто-то остается, кто-то уехал. Я понимаю, когда раз все выехали, да? Всем дали все это. А так вот как-то не очень. И маленько тоскливый поселок, жалко. Помимо туберкулезной больницы, клуб и библиотека были последними организациями, действовавшими в селе. Предприятия, магазины, школа, садик и фельдшерско-акушерский пункт закрылись давно. Скоро Якакут покинут последние 17 семей. Они будут переселены в соседние поселки. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Якакут.
Сезон охоты в Якутии начнется с 6 мая. Самыми первыми сезон на гуся с 6 по 8 мая откроют в Абыйском, Верхнеколымском, Оленёкском и Вена-Бытантайском улусах. С 10 по 12 мая охот-сезон начнется в Жиганском, Среднеколымском и охотничьих угодьях в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района. С 16 по 18 мая на гуся могут поохотиться в Алайховском и Нижнеколымском районах, а с 24 по 26 мая в Анабарском и Усть-Янском улусах. Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди студентов Нерюнгринского медицинского колледжа прошел на новых площадках. Напомним, в конце прошлого года медколледж выиграл грант Министерства просвещения России. О первом дне конкурса расскажет Александра Цыбикова. Выигранный грант Министерства просвещения России на 21 миллион рублей стал настоящим подарком в первую очередь для студентов колледжа. Первая практика на новых площадках по международным стандартам была волнительна. Сегодня экзамен, который они нам тут показывали, вот этот этап конкурса, он очень сложный. Он проходит по критериям, которые они будут сдавать именно по аккредитации. Аккредитационные экзамены, которые вот именно их взяли за основу. Поэтому они справились с заданием, с небольшими замечаниями, которые, я думаю, у них есть время, они подготовятся еще. Обновление и модернизация материально-технической базы дала полную погруженность в процесс. Тренажерный модуль автомобиля скорой медицинской помощи позволяет не только выполнять необходимые манипуляции, но и научиться нелегкой для новичка транспортировке на носилках. А в родильном блоке конкурсанты прочувствовали себя в шкуре акушера-гинеколога. Немного наклоняю головку к низу, чтобы освободить плечиков. Первое плечико появляется, теперь помогаю родиться второму плечику, приподнимая ребеночка кверху. Давай, Машенька, еще немного потуживайся. Так. Платочек. Так, оп. Отдавай твои руки антисоветайку. У нас девочка. Камеры видеонаблюдения установлены на каждой площадке, что позволит экспертам и жюри пересмотреть все манипуляции. Конкурс проходит в 2 этапа и завершится завтра. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Спектакль «Мой друг Гамлет» в постановке якутского режиссера Сергея Потапова номинирован в 4 категориях национальной театральной премии «Золотая маска». Показ состоится 8 апреля в театре имени Пушкина. Церемония вручения премии назначена на 16 апреля на исторической сцене Большого театра. В предыдущие годы обладателями премии стали спектакли якутских театров «Аланхо Кыс Дебилье», «Макбет», опера «Александр Македонский» и «Великий Куданса». Нарядная женская шуба, какие носили в 19 веке, конское убранство, коврики ручной работы и многое другое. В Мирном открылась выставка народного прикладного искусства «Назад в будущее». В экспозиции будут представлены поистине уникальные работы мастериц студии «Уран». Все предметы расшиты вручную, рассказывает Иванна Филиппова. Зинаида Иванова подготовила для выставки целый комплект. Только на создание этой шубы она потратила год. Такое нарядное зимнее пальто носили зажиточные якутские женщины в начале 19 века. Чем выше был статус его владелицы, тем богаче была отделка одежды. Шуба считалась показателем высокого положения в обществе. Она снутри подбита с меха лапы песа, сверху внутри и материал сукно. И на сукно вот бисер. Это вот готовится ковер, панно большое. Коллективная работа студийцев наших называется «Лоскутная мозаика в традиционной якутской технике». Каждый квадратик был изготовлен отдельной мастерицей, каждая по отдельности. Специально подбирались цвета, потом уже соединились в один общий ковер. Эти предметы привлекают внимание не только красочностью, но и техникой исполнения. Все работы выполнены в традиционном якутском стиле. Каждая деталь имеет свое значение. Например, орнамент на одежде. Он играет роль оберега, по поверьям, защищает от сглаза и злых духов. Тут специально вот такой декор, такой очень интересный. Что означает? Это означает мировое древо, срединный мир. Именно на декор спинки наших пальто олицетворяет
жизнь на Срединной земле и объединяет весь комплект якутского костюма в единое целое. Свои работы мастерицы студии «Уран» уже представляли на республиканских, российских и международных выставках. Рукодельницы постоянно совершенствуют шитье. «Назад в будущее» так назвали очередную выставку, которая пройдет в Мирном 5 апреля. Без изучения своей прошлой культуры нет у нас будущего. Потому что, изучая именно музейные образцы, оставленные нам мастерами прошлых столетий, мы учимся, постигаем народную мудрость, овладеваем техникой именно шитья традиционных вещей. Национальная одежда якутов, лоскутное шитье, панно и стилизованные аксессуары. Все это можно будет увидеть на выставке, которая будет открыта до 21 апреля в универсально-театрально-киноконцертном центре «Якутск». Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.